Четвертый этап реконструкции стартовал в середине апреля. Всего в этом году запланировано благоустройство 14 мусульманских и одного христианского кладбища. На 6 из 15 кладбищ работы уже начались. Одно из таких – захоронение в селении Верхние Чулки. Работы ведутся при поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и при полном финансировании Фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии известным меценатом и предпринимателем, президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. У нас идет очередной этап ремонта и благоустройства кладбищ на территории Республики Ингушетии. За 23-25 год было отремонтировано 94 кладбища. До конца 26 года мы планируем отремонтировать порядка еще 15 кладбищ. Итого на конец 26 года будет охват 109 кладбищ, отремонтированных и благоустроенных на равнинной части территории Ингушетии. Все эти работы финансируются за счет средств благотворительного фонда Возрождения, созданный президентом группы «Сафмар» Микаилом Саварбековичем Гуцериевым и при поддержке главы республики Махмуда Али Макшариповича Калиматова. До начала реконструкции кладбище в Верхних Очулках долгое время не благоустраивалось. Старое ограждение местами отсутствовало, подъездных путей не было, территория заросла, могильные памятники со временем покосились. Сельчане много лет ждали перемен. Бұл буаш бол бар ер. Ерхоз болха алла денне бейсин он иля далмагыстан. Сын бар кылмыш аддаха дал аддахтын шин бар кыл. Ерги республики твоя жлахтим ди калшмыш. Ди цава гватиш, маси дутиш медиз. Уже уача кашайдер. Сабаркла лорсон, цене и руководство Махмад Али Калиматова сообща совместно было даже більше. Поэтому садых был бы сальбер. Я рез хаутсан. Сейчас на объекте полным ходом идут работы. Подрядная организация демонтирует старый фундамент ограждения, убирает кустарники и сорняки, которые мешают проходу к могилам. Периметр новой ограды составит около 1200 метров. Планируется установка новых ворот, выравнивание могильных плит. Будет построена подъездная дорога и облагорожена прилегающая территория, а также предусмотрена стоянка для автомобилей. В начале апреля начали работу, демонтаж фундамента сделали, ограды. Сейчас начали фундамент, заливка фундамента под ограды. И в данный момент, как вы сейчас видите, устанавливают столбы под ограды. В реконструируемых кладбищах предусматриваются молельные комнаты. В них проведут косметический ремонт. Это важно для соблюдения религиозных канонов и удобства посетителей. جاينا يوخ إمدلاش نيا كود إزيو تاخن دنيا شو هذا شين رزق حدا نسقو قيمة لنا شين يالخو جلوش ميالخو بلوش أجير ياخ خيات إهلية قيمة لين خوجر قيمة لين شين واخمبر إشت إزبال به دنوش الله خجده بوصل دنجها شو ياخ ياليولش ده كشمش حجر كشمش توادر. Местные жители с надеждой наблюдают за происходящими переменами, ведь этого они так давно ждали. Благодаря своевременной инициативе Микаила Гуцериева все это стало возможным. İmam var, Türküş var, bakına, keyna. Yedvalı kundak doğaç, kudu antı kundağına soması gınam hakıntığına çuguçiliyor. Dalşı davat ve çuguçiliyor. Miguel hadi bu biye. Hadi yoğu dalşiliyor da çama dal belki doksun.
Да, можешь мяш холбусь, вегала мягкая, вегала мохто би метиги, дух бог бы бежлаты, дух русный сюда, они хада на диалу, диарез бож метиг, да ухтыжлату, шин есть моли вахлат, здесь моли я, бадгу, халуас гор, хоз метиг вахз, сах кавсага, ермы, ана хунда бал хынцыган, динин хумбатин хам, бешва, есть моли, дальше есть моли, измики арциндан, вейдал, есть моли, ваша толбе. Программа Фонда Возрождения стартовала в 2023 году. За это время 94 кладбища по всей Ингушетии приобрели новый вид. В прошлом году было сдано 20 объектов. Четвертый этап реконструкции набирает обороты. В скором времени 15 кладбищ должны преобразиться. Программа Фонда Возрождения продолжается, а значит, память о предках будет сохранена в достойных условиях на долгие годы. Мария Амбата, Мухаммад Героев, Магаз 24.